Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какой сюрприз готовит вам судьба в личной жизни? Вот живете вы такая, ни о чем не думаете, тут раз и сюрприз случится. Будем смотреть на ближайшие 30 дней. 30 дней. За 30 дней какой сюрприз случится в вашей личной жизни? Именно от судьбы. Какой сюрприз идет к вам? Ни о чем не думайте, максимально расслабьтесь, просто загадайте на себя. Так и спросите. Какой сюрприз готовит мне судьба и что случится за 30 дней? И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Так, перчик вышел. Перчик, вот он ваш сюрприз. Роза в бутоне, перчик, восклицательный знак, прям на линии судьбы. Но это не просто сюрприз, это шок в шоке, это вы знатно удивитесь. Мои хорошие, хотите верьте, хотите нет. Но здесь новый человек в вашей жизни, причем очень необычный. У кого-то так и отыграется, что вы таких еще не видели, вы с такими еще не знакомились. Смотрите, девушки, сразу хочу предупредить, я вижу в этой отсыпке, пришли на эту отсыпку девушки в браке, замужние девушки. Может быть, брак не такой, как хотелось бы, но тем не менее у вас есть статус, да, вы замужем. Вас это тоже касается, и, наверное, вас это касается в первую очередь. Вот живете вы такая, да, вроде и брак у вас, и вроде вы там среднестатистически считаетесь женщиной в семье, и тут раз и знакомство. Да такое необычное, при таких необычных обстоятельствах, тут хоть стой, хоть падай. Здесь именно судьба создает такую ауру, такую атмосферу, и людей как будто бы вот лбами сталкивает. Вот лбами. Может, действительно какое-то столкновение. Вот будете куда-то бежать. Либо просто идти. Там телефон засмотрелась, раз, и с мужчиной столкнулась. Столкнет судьба, столкнет. Мужчина перчиком показан. Красивый, жгучий, такой обаятельный, характерный. Вот как, знаете, как актер какой-то, что ли. Либо какого-то вам актера напомнит. Может, вам нравится какой-то актер, там типаж какой-то нравится. Вы думаете, о, какой классный, да. Жалко, в жизни не встретишь такого. И тут раз вас судьба с таким столкнет. И вы тут, конечно, очень удивитесь. Вы такая, ничего себе. Это он, это актер. Нет, это не актер. Это просто мужчина с очень ярким лицом, с яркой харизмой, такой весь из себя. И мужчина, который буквально вот своей улыбкой вас обезоружит. Улыбка невероятная. Улыбка, то ли у него там ямочки, то ли у него там прекрасные белые зубы, да. Вот и улыбка широкая. Какая-то очень необычная и теплая улыбка. Такая, что прям, знаете, в сердце попадает. Мужчина, конечно, не дурак, он не растеряется, он начнет с вами знакомиться. А вы от шока, тоже представитесь. И обычно, там, например, не знакомясь на улице с другими мужчинами, с этим почему-то познакомитесь. Потом долго будете об этом думать и сами себя будете спрашивать, что на меня нашло, какая муха укусила, почему я с ним познакомилась. Вообще, как это так? Я на улице познакомилась. Но судьба знает, что делает. Она где-то надавит на вас, да, и вы с удовольствием познакомитесь. Вы чем-то обмениваетесь. То ли соцсетями обмениваетесь, то ли телефонами обмениваетесь. В общем, мужчина буквально сразу начнет вам там написывать, наяривать, там, какие-то смайлы сбрасывать, какие-то там зазывалки вам кидать. Такой, знаете, прям настырный парень, настырный. Вам будет очень льстить и импонировать, что такой симпатичный мужчина, красавчик, да, перчик.
И так на вас сразу запал, и так вот прям за вами начинает отчаянно ухаживать. Опять же, у кого-то вот брак, мне идет брак долгий, брак уже такой вот изжил себя, то есть практически чувств там, ну, страсти, огня уже не осталось, и тут, понимаете, завеяло свежим ветерком, да, искорки полетели. Конечно, это и на нервную систему, на вашу даст нагрузку, и вы даже такая загадочная станете. Кстати, вот муж сразу заметит, ваш муж заметит, что вы изменились, что у вас взгляд какой-то другой стал, что вы какая-то вот прям с улыбкой играющей на лице, и даже будет немножко нервничать, задавать вам вопросы. Ну, пока вы только познакомились, да, это еще не измена, поэтому, ну, что вы ни в чем не виноваты. А дальше там как карта ляжет. Девушки, которые не замужем, вот у вас действительно, вот как весна в сердце вспыхнет. Вы ходите, и вы не понимаете. Вы такая думаете, ну я же его не знаю, мы только познакомились. Откуда у меня такое волнение, откуда у меня такие эмоции? Вот прям ходите и улыбаетесь. Прекрасное настроение, прекрасное состояние, и вот ничто вас не омрачает. А наоборот, даже как-то вот вы, не знаю, вот ловите себя на том, что вы себя прекрасно чувствуете. Лучше и не придумаешь. Слушайте, прям засмотрелась, у меня в окне ворона с чайкой вместе летают, как будто бы они играют. Это точно неспроста. Это точно. Но обычно вороны с чайками, наверное, не сильно дружат, да? Да, вот они с друг другом как будто бы играют, летают. Ворона от чайки не отстает. И спереди, и сзади залетает. Ну, красота. Слушайте, ну, наверное, это прям про вас, про вашу будущую встречу, про этот ваш сюрприз. Вы прекрасная чайка, а мужчина такой вот прям красавчик, перчик, да, будет как этот ворон летать и вас кружить вокруг вас, привлекать вас к себе. Для тех, кто замужем, это прям очень серьезное испытание. Особенно для девочек, которые, ну, допустим, да, мыслями летали и думали, да как так, да, вот почему живу вроде и замужем, а любви-то нет, а счастья-то нет, а вот недолюбленность какая-то, да, муж внимания не уделяет, либо относится ко мне как к предмету мебели, да, там, в счет меня не ставит, какие-то, вот знаете, обязанности домашней прислуги исполняю, да, на других женщин там и деньги тратят, и праздники им устраивают, и подарки дарят, и на руках носят, и комплименты делают, да, вот есть же женщины залюбленные, такие вот красоточки залюбленные, счастливые, глаза светятся, а вы вроде и замужем, и вроде как бы и пожаловаться не на что, а любви и счастья вы не чувствуете, ну вот не чувствуете, что вас любят, не чувствуете себя женщиной с этим мужчиной, вот прям совсем не чувствуете, и для вас это, конечно, будет большим соблазном и таким прям роковым испытанием жизни. Потому что, смотрите, две такие разные ситуации. Муж, который холодный, как бревно, еще и требовательный, относится как к персоналу, да, и этот мужчина красивый, яркий, с обворожительной улыбкой, который вас там готов, не знаю, носить на руках, целовать ваши пальчики на ногах, готов для вас все и сразу. Мужчина, который, ну, я так понимаю, что он достаточно щедрый, и у него есть на что быть щедрым, да, то есть сразу какие-то вот такие подарки, обороты, там, я тебе куплю, я тебе подарю. Если там у вас там свидания будут, либо, ну, бывает, да, девушки замужем тоже соглашаются. То есть он поведет вас в какой-то шикарный ресторан, либо в самое дорогущее кафе, там, да, и вот он прям показывает, да, что ничего не жалко, что для него там деньги ничего, а вот ваше внимание — это все, да, самое дорогое, что есть в жизни. Очень большой соблазн. И вот что-то мне подсказывает, что тут прям, ну, извините, любовные отношения начнутся. Даже если вы говорите, нет, я не такая, я никогда на это не пойду, там мужа не предам, даже если там любви нет, ну, девочки, так сложится ситуация, что вы прям сами этого захотите и скажете, ну вот хоть раз, да, получить это счастье, почувствовать себя любимой и желанной, да, вот как-то так мне идет. И это, да, действительно станет очень серьезной проблемой, да, серьезным испытанием, серьезным соблазном. И как вот все разрешится, ну, только вам решать. Потому что этот новый мужчина — это отклик на ваш запрос. Да, почему у меня счастья нет, почему я несчастливая. Вам судьба даст возможность стать счастливой с этим новым мужчиной.
И еще почему-то мне кажется, что этот мужчина может быть немножечко моложе, чем вы. Немножечко, да, там 3-5 лет, да. Не страшная разница. То есть вам дают молодого, горячего альфа-самца за место вашего этого пузатого мужа, да, который прям эгоист высшей пробы. И, конечно, вопрос станет ребром в какой-то момент, и нужно будет решать, и нужно будет определяться. Как вам поступить, только лишь вам известно. Девушки, которые не замужем, у вас немножко другая история, потому что вам-то спешить никуда не надо, да? Вы наслаждаетесь вниманием этого мужчины, вы позволяете ему за собой ухаживать. Но я вижу, что у вас немножко другое. Почему? Потому что когда девушка свободна, она дорожит своей свободой на самом деле. И многие из вас уже привыкли быть свободными. И для вас это прям такое достаточно непростое решение лишить себя свободы. Это достаточно сложно. И у вас будет много сомнений, много переживаний. Вы будете придумывать этому мужчине какие-то испытания, вы будете придумывать какие-то проверки. Вы буквально можете даже за ним следить, либо даже кого-то нанять, чтобы за ним там проследили, либо накопали на него информацию, чтобы четко знать, да, с кем я имею дело. Но я так скажу, судьба кого попало не пошлет, тем более это не испытание, это действительно сюрприз. Да? Сюрприз, что-то приятное, радостное, то, что подарком называется обычно. Посылают хорошего человека, и все уже зависит от вас, как вы пропустите, не пропустите. У этого мужчины какой-то ограниченный временной зазор. То есть его буквально впустят на определенный срок в вашу жизнь. Если вы его принимаете, скорее всего, вы с ним куда-то потом уедете, переедете, то есть он вас с собой заберет. Если вы его не принимаете, вы уже разъедетесь, разойдетесь и больше не встретитесь. То есть не будет такого, что это все растянется на года, на десятилетия, и это отношение на расстоянии. Нет, этого не будет. Просто не будет. Даже если мужчина ваш местный, какой-то местный живет с вами в одном городе, скорее всего, у него на руках будет то ли виза какая-то, ему надо уезжать, то ли какое-то приглашение на работу, то ли еще что-то, да, как срок какой-то. Мне идет, что срок будет небольшим, от 3 до 6 месяцев. А потом он куда-то должен будет уехать. И тут вопрос станет, он едет один или он едет с вами. Если честно, я вижу, что кто-то на коне с мужчиной едет. Вместе на коне сидите и вместе куда-то едете. Это у кого-то. Не могу сказать, это у тех, кто замужем, либо кто свободен, у кого из вас. Но кто-то явно решит начать новую жизнь с этим прекрасным мужчиной. Но кто-то, возможно, и не решит. Зато у вас будут прекрасные, яркие впечатления, которые действительно подарят вам крылья, повысят вам самооценку, которые просто вдохновят, да, как свежее дыхание в вашей жизни. Бывает, такое бывает. Сюрприз, конечно, замечательный, просто, на мой взгляд, лучший, да, особенно что нам, женщинам, нужно? Нам нужно, чтобы за нами ухаживали, чтобы нас любили, чтобы нас ценили, чтобы нами восхищались. Это каждой женщине нужно. А когда женщину, извините, как прачку, уборщицу и любовницу используют, так извините, никто так не захочет жить. Никому такого добра не надо. Здесь мужчина щедрый, активный, у него с деньгами все хорошо. Лицо такое прям артистическое, да, улыбка невероятная, завораживающая. Еще какой-то голос у него необычный. Какой-то прям такой проникновенный, глубокий, как бархатный мне еще идет. Как будто бы он говорит, гипнотизирует, да, и вы такая, да, говори еще. Какой-то необычный голос у него. Кстати, девочки, у кого-то отыграется, что у мужчины даже способности есть. Экстрасенсорные способности. Может быть, он ими и не особо пользуется, но они у него есть, и вы в этом убедитесь. Допустим, он может безошибочно определить, что у вас например, критические дни. Он безошибочно может даже угадывать какие-то события из вашей жизни. Совершенно ничего про вас не знает, он просто будет их угадывать. И также он может и предсказывать будущее, предсказывать какие-то моменты, которые могут быть такими яркими узлами в судьбе. Не у всех отыграется, но у кого-то прям 100% экстрасенс. У кого-то задатки есть, но они небольшие. Но вас это тоже очень сильно поразит, и это будет очень интересно, это будет манка.
как бы, знаете, как дополнительный крючок, его дополнительный крючок в вашу сторону. Что касается взаимоотношений со стороны этого мужчины. Мужчина достаточно открытый. Мужчина в момент, когда вы встретитесь, будет открыт к новым отношениям. У него никого нет за спиной. И, возможно, никого нет давно. Он чем-то был занят, и занят очень серьезно. Может быть, это какая-то служба, работа, какой-то проект, карьера, бизнес. Что-то он такое делал, где он пропадал буквально 24/7. То есть мужчина и света белого не видел. Вот. А тут у него как там все закончилось, да, и судьба такая: ну-ка, дружочек, пошли прогуляемся. Я тебе девочку покажу красивую. То есть сюрприз, да, сделаю девочке красивой. И вот, да, он такой вот прям соскучился по женщинам, и вас увидит, и забыть вас не сможет. У кого-то из вас еще может отыграться такая ситуация, что вы родные души. Родные души, которые долго не могли встретиться по разным обстоятельствам. Ну вот судьба такой сюрпризик вам устроит. Тогда это будет взаимный сюрприз. Почему-то вот сразу идет доверие. У вас друг к другу идет доверие. И даже если, я уже говорила, вы женщина недоверчивая, вот именно к этому мужчине у вас идет 100% доверие. Даже самой иногда будет страшно, когда будете об этом думать и, ну вот, рассуждая, да, сама с собой, вы думаете: а если бы он был маньяком, а я так просто дала ему телефонный номер, либо там я с ним так просто пошла на свидание, да, в одной машине поехала. Но такие мысли будут. Вот вы сами от себя в шоке, что вы ему так сильно доверяете, что у вас нет никаких там задних мыслей по поводу намерений этого мужчины. То есть вы его совершенно не боитесь, и наоборот, как бы между вами прям такое вот теплое, идеальное взаимоотношение идет. Так, еще для тех, кто замужем. Девочки, тут мужа вашего показывают, и мужа вот эта вся ситуация очень сильно напряжет. Даже если он, ну, как равнодушный к вам, да, либо оказался равнодушный к вам, вы там 20 лет замужем, например, в браке, да, состоите, то муж очень сильно напряжется, он буквально сразу почувствует, что с вами что-то не то, что что-то поменялось. Может быть, у вас муж тоже как бы не глупый человек, и да, может даже за вами следить, устраивать вам сцены ревности. А если вдруг вы надумаете от него уйти, то он будет держаться за вас зубами и ногами. Понимаете, вот прям руками, зубами, ногами вцепится в вас. И очень сложно вам будет от мужа уйти. Прям очень сложно. Ну, любимый, конечно, поможет, если вы уже решитесь. Но знаете, что придется за свою свободу бороться. Вот реально бороться, потому что он будет придумывать какие-то вещи, он будет там как-то пытаться на вас воздействовать, он может там всех родственников накрутить против вас, еще и заставить, чтобы вас все как бы там и осудили, и уговаривали, чтобы вы семью не рушили. Он может вам обещать что угодно, он может вот из крайности в крайность прыгать. Вот мужа чего-то точно показали. Причем показали с раненой головой и с раненым сердцем. То есть, возможно, в момент, когда он поймет, что вот все, вы влюбились, и он вас теряет, вот у него сердце к вам откроется. Да, вот как раз-таки оценит, кто рядом с ним все эти годы жил. И ну, вот как он не ценил вас, а теперь, когда понял, кто вы такая, он вас теряет. То есть он будет создавать проблемы. Скажу как есть, да, он будет создавать проблемы. Ну, если любовь настоящая у вас с этим новым мужчиной, то я думаю, что вы со всеми проблемами справитесь. Ну, а если мало ли там, кто его знает, вы там мужу поверите, да, возможно, у вас и с мужем отношения выровняются, а этого мужчину вы будете этот сюрприз вспоминать как толчок к новому витку в семейных отношениях. Да, отношения могут улучшиться. Ну, вот чему быть, того не миновать. Вот кому по судьбе этот новый мужчина в виде сюрприза, вы точно это переживете и все эти эмоции испытаете. Но кто-то действительно найдет свою судьбу, своего суженого и вот на коне вот куда-то с ним поскачет. Какую-то поездку поедете, либо к нему переедете, либо с ним вместе куда-то, да, вот там по работе, по учебе, ну, смотря там что, и поедете. Судьба плохого для вас не сделает. Тут наоборот прекрасный сюрприз, который женщину окрыляет, который женщине помогает, который поднимает самооценку и, конечно, показывает красоту этого мира. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.